Сегодня герою России Алихану Калиматову исполнилось бы 56 лет. Он посвятил себя бескомпромиссной и последовательной борьбе с бандитами. Не терпел беспорядка во всем, был исключительным патриотом. Всегда и во всем поступал по совести. С 2000 года он был сотрудником управления ФСБ России по Самарской области. Получил высшее юридическое образование. Нес службу в горячих точках. В 2002 году для дальнейшего прохождения службы был переведен в Москву. В 2006 был представлен к награде Орден Мужества, а спустя год, в 2007, около 5 часов вечера его машина была обстреляна. От полученных травм Калиматов скончался в больнице. Указом президента России от 4 ноября 2007 года Алихану Калиматову было присвоено звание Героя России посмертно. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов объявил в республике эстафету флешмоб «80 добрых дел». Об этом он написал в своем телеграм-канале. Цитата. «Благотворительная акция – это наш вклад в память о героическом подвиге наших предков, отстоявших мир для будущих поколений. Мы хотим, чтобы эта дата не только вспоминалась с почтением, но и наполнялась реальными делами, приносящими пользу людям. Каждый из нас сможет внести свой скромный вклад в создание атмосферы добра и взаимопомощи. Уверен, что акция станет значимым событием не только для Ингушетии, но и послужит ярким примером для других регионов. Она призвана не просто совершить 80 добрых поступков к 9 мая, но и стать мощным катализатором развития добровольчества. Показать, что каждый человек, независимо от возраста, социального статуса или профессии, может и должен вносить свой вклад в благополучие общества». С 24 по 28 апреля во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева пройдет первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет в честь Героя России Алихана Калиматова. Первенство является отбором на чемпионат мира. В Ингушетии турнир проводится в 4-й раз. В 2018 и 2020 годах прошли первенства среди юношей, а в 2022 международный турнир. Все они были посвящены памяти Алихана Калиматова. В стенах колледжа сервиса и быта в Назрани прошла всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей». В ней приняли участие более 2000 соискателей, среди которых выпускники высших учебных заведений и жители, состоящие на учете в органах службы занятости. Участникам было предложено свыше 500 вакансий от работодателей Ингушетии и более 10 тысяч предложений от работодателей из 13 регионов России. Ярмарки проходят во всех регионах страны. Основная цель – быстрый подбор работы и помощь в планировании карьеры. Следующий этап – федеральный. Он пройдет в июне. 19 апреля на площади Алания в Магасе состоится премьера первого ингушского этнического аудиоспектакля «Голоса предков». Проект реализован благодаря мэрии Магаса, материально-технической поддержке Центра театра, кино и креативных индустрий и грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект основан на нардском эпосе и направлен на сохранение и продвижение ингушского языка. После презентации аудиоспектакль будет доступен на всех цифровых площадках. 19 апреля на территории башенного комплекса Нижний Пуй состоится шахматный турнир у камина. Мероприятие приурочено ко дню рождения мецената Микаила Гуцериева. После завершения турнира для гостей будут открыты 2 выставки «Быт ингушей» и «Археологические находки». Гости смогут ознакомиться с историей и культурой Ингушетии. Начало мероприятия запланировано на 11 часов. За переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора смогут оштрафовать на 1500 рублей. Такой закон вступил в силу 18 апреля. Этот же документ повысил штрафы за повреждение защитных лесных насаждений, снегозащитных ограждений или заборов вдоль железнодорожных путей. Для граждан с 300-500 рублей до 1-3 тысяч рублей, для должностных лиц с 500 тысяч рублей до 5-10 тысяч рублей. Увеличено также взыскание из-за нарушения правил прогона скота через железнодорожные пути. Для граждан штраф повысит со 100 до 1000 рублей. Должностным лицам за такое нарушение придется заплатить от 3 до 5000 рублей.